Безалкогольные тонизирующие напитки могут приравнять к энергетикам и алкоголю. Эта законодательная инициатива вызвала претензии у представителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов СКФО. На круглом столе, посвященном этому вопросу, обсудили возможность ограничения продажи безалкогольных, в том числе кофеиносодержащих тонизирующих напитков. Если в Чечне и Карачаево-Черкесии закон уже вступил в силу, то Дагестан и Северная Осетия еще не готовы принять подобное нововведение. Чем дольше эксперты обсуждали новый законопроект, тем больше возникало вопросов и неясностей. Как и ожидалось, компромисс найден не был. По мнению членов Союза производителей, законодательный акт принят, несмотря на очевидные недоработки. Налицо непонимание разницы между безалкогольными тонизирующими напитками и слабоалкогольными энергетическими напитками. Как именно подобное нововведение скажется на экономике регионов, пока не ясно, но участники круглого стола уже сегодня готовят резолюцию, которая в ближайшее время будет донесена до широкой публики и властных структур. Давайте определимся, что мы собираемся запрещать. Слабоалкогольные напитки, да, давайте рассматривать эту тему, и я с удовольствием сама поучаствую в таком мероприятии, потому что мне есть что сказать, и я думаю, что медикам есть что сказать. Говорить о запрете лимонадов или просто безалкогольных напитков с таким размытым понятием тонизирующие напитки, я не вижу предмета разговора. Я не вижу предмета разговора в нашем регионе, тем более на эту тему, потому что запреты подобного уровня, они носят региональный характер. И если, как было сказано ранее, у нас нет производителей безалкогольной продукции, тонизирующей безалкогольной продукции, то тогда и предмета разговора нет, в принципе. Северная Осетия направила очередную гуманитарную помощь на юго-восток Украины. Для жителей Донбасса собрали продукты питания, средства первой необходимости и воду. В преддверии Нового года для детей Донецка и Луганска были собраны конфеты, игрушки и фрукты, чтобы как-то скрасить праздничные дни. Координатором акции в республике является Главное управление МЧС по Северной Осетии. Подобные мероприятия проходят во всех субъектах Северного Кавказа. В новом году культурную сферу ожидает оптимизация, которая вполне может повлечь за собой и сокращение. Об этом на первом съезде работников культуры объявила Фатима Хабалова. Деятели культуры обсудили новые проекты. В 2015 году для школьников разработают маршрут по местам боевой славы. Также планируется учредить премии для молодых литераторов. Остро стоял вопрос обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в частности в горных районах. Говорили и о формировании нового книжного фонда библиотек республики. Следующий год был объявлен годом литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министерством культуры Северной Осетии уже подготовлен проект мероприятий. У нас есть, конечно, какие-то резервы, безусловно. Они есть везде. Поэтому при внимательном изучении вообще вопроса выполнения функционала определенного и определенных работников можно пойти по пути и расширения фронта работ, допустим, что позволит тоже высвободить какие-то единицы. Ни в коем случае нельзя резать по-живому, ни в коем случае, потому что это все живые люди. Уверяю вас, мало кто из них имеет какие-то другие источники для того, чтобы содержать себя и свои семьи. Поэтому мы подходим к этому очень осторожно. Но не делать этого нельзя. Мы не справимся тогда с выполнением указа президента России. В Северной Осетии развивается шаффлборд. Этот вид спорта своей простотой и доступностью завоевал популярность во всем мире. В нашей республике Федерация шаффлборда существует всего 2 года. За это время североостинская команда приняла участие во многих соревнованиях и турнирах. Здесь, у зеленой дорожки, люди с ограниченными возможностями находят необходимое для себя общение, а также развиваются физически. Правила игры просты. Спортсменам необходимо загнать свою фишку в зачетную зону на противоположной стороне корта. Команда, набравшая больше баллов, побеждает. Сейчас наши ребята готовятся к новому турниру. В мае 2015 года в Сочи пройдет чемпионат мира по шаффлборду, где на 200 дорожках будут соревноваться 600 спортсменов из 25 стран. На сегодняшний день мы провели международный турнир, где принимали участие и игроки из Беларуси, с Абхазии, с Армении, с Республики Чечни, с Краснодарского края и ряд других регионов. И там мы тоже принимали участие. И довольно-таки успешно мы выиграли этот турнир.